Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан отмечает 31-летие национальной валюты. В Ашхабаде обсудили новую международную инициативу в области спортивной дипломатии. В Казани открылась персональная выставка туркменского художника и другие новости. Туркменистан празднует 31-ю годовщину введения в оборот национальной валюты маната. За это время банковская система страны достигла значительных успехов в развитии цифровых технологий и интеграции в международный финансовый рынок. По случаю праздника президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил работников банковской сферы и туркменский народ. Введение в обращение национального маната создало позитивные возможности для гармоничного развития экономики, стабильного денежного оборота и эффективного проведения единой государственной денежно-кредитной политики, говорится в послании главы государства. Указом президента Сердара Бердымухамедова посол Туркменистана во Франции Максат Чарыев назначен одновременно послом Туркменистана в княжестве Монако с резиденцией в Париже. В Институте международных отношений МИД Туркменистана обсудили принятие Генеральной Ассамблеи ООН новой резолюции «Игры дружбы ООН», инициированной совместно Туркменистаном и Индией. В мероприятии приняли участие руководство МИД страны, представители дипломатического корпуса, общественных организаций и спортивного сообщества. В ходе конференции отмечалось, что инициативы Туркменистана по развитию массового физкультурного движения, внедрения в обществе здорового образа жизни, развития спортивной дипломатии находят широкую поддержку мирового сообщества. Персональная выставка туркменского художника Бердыгулы Амансахатова «Начало, гармония, совершенство. Философское миросозерцание» проходит в эти дни в Национальной художественной галерее Хазине Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Здесь представлены более 40 картин, созданных художником с 2013 по 2022 год. Это работы на тему «Тысячи и одной ночи», «Лучезарный Восток», «Солнце Каракумов», «Формула бесконечности», «Свет граната» и другие. С 3 по 5 ноября Торгово-промышленная палата Туркменистана станет площадкой для проведения 12-й международной выставки «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана». Это масштабное мероприятие, приуроченное ко Дню работников строительного и промышленного комплекса страны, соберет более 100 компаний из разных стран мира. Компании представят последние технологические решения и оборудование в области строительства, промышленности и энергетики. Российские компании проявляют интерес в реализации перспективных проектов с Туркменистаном в сфере электронной коммерции и транспорта, в открытии прямого авиасообщения между Астраханью и Туркменбаши, а также в организации круизного сообщения на Каспийском море. Об этом сообщил заместитель главы Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вольвач по итогам Туркмено-российской межправкомиссии. Румынский пианист Золтан Турзо покорил новую вершину музыкального мастерства, ударив по клавишам 500 раз всего за 30 секунд. Это достижение, зафиксированное на видео для книги рекордов Гиннесса, было установлено во время концерта в память о его матери. Предыдущее достижение принадлежало японскому музыканту Кейти Хатори, который смог выполнить 495 нажатий за такой же промежуток времени. Мадридский Реал пожертвовал 1 миллион евро для поддержки пострадавших от наводнения в Испании. Сильные ливни и наводнения в Испании привели к гибели 140 человек, большинство из которых проживали в провинции Валенсия. В связи с трагедией правительство Испании объявило трехдневный траур. Наводнения нанесли значительный ущерб дорожной инфраструктуре Валенсии, что привело к закрытию более 60 дорог. Королевская испанская футбольная федерация перенесла несколько матчей, запланированных на эту неделю в провинции Валенсия, включая матч 12-го тура Ла Лиги между Валенсией и Реалом, который должен был состояться 2 ноября. Все остальные матчи в Испании начнутся с минуты молчания в память о жертвах наводнения. Представитель Федерации тенниса Туркменистана Бегмухамед Мамаев вошел в состав организационного комитета профессионального теннисного турнира ATP 250 Алматы Open. Это первый случай привлечения туркменского специалиста к организации соревнований такого уровня. Турнир Алматы Open с призовым фондом более $1 миллиона собрал 32 профессиональных теннисиста из 15 стран. Победителем соревнований стал россиянин Карен Хачанов.
В ходе турнира Момаев отвечал за координацию участников, организацию регистрации, подготовки площадки, а также помощь в решении любых организационных вопросов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал — ваш самый надежный источник новостей.